Добрый день, уважаемые начинающие действующие предприниматели. Я Нугман Исполганович Жылдызбаев, бизнес-тренер, методолог Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Расскажу вам о методике составления бизнес-плана для льготного кредитования в финансовых организациях. Перед получением льготного кредита в финансовых организациях, таких как МФО Атамикен, акционерное общество «Агрокредитная корпорация», банки второго уровня, требуется составление бизнес-плана. Финансовые учреждения рассматривают бизнес-план, и на его основе оценивается жизнеспособность бизнес-проекта. От грамотного составленного бизнес-плана зависит решение кредитного комитета, выдавать ли вам кредит и на каких условиях. Форма бизнес-плана для МФО Атамикен, акционерного общества «Агрокредитной корпорации», банки второго уровня примерно одинаковые, но могут быть незначительные расхождения. Значит, какие это расхождения? Это по отдельным пунктам в зависимости от региона нахождения, финансового учреждения, специфики бизнеса и самих банков. Написание бизнес-плана обычно начинается с общей информации или резюме проекта, которое содержит: первое — анкетные данные, второе — цель финансирования с указанием целевого использования, и в-третьих, условия получения кредита с указанием суммы, срока займа, ставки вознаграждения, периодичность и способ погашения займа, а также льготные условия, если, конечно, они имеются. В-четвертых, информацию о кредитной истории. В-пятых, данные по залоговому обеспечению. Итак, сейчас мы рассмотрим методику составления бизнес-плана на примере проекта по оказанию услуг фронтального погрузчика. Итак, у нас первый раздел, это вот резюме проекта. Мы здесь пишем общие исходные данные и условия. Здесь мы пишем общую информацию о проекте, о предприятии. Как вы здесь видите, название ИП, инициатор проекта, ИИН, семейное положение, образование, место работы, стаж работы, средний ежемесячный доход, вид деятельности. Можно прописать место прописки, место фактического проживания, состав семьи и контактный телефон. Следующий пункт 2 – это цель финансирования. Целью данного проекта является экономическое обоснование целесообразности привлечения заемных средств для реализации проекта оказания услуг фронтального погрузчика. Для реализации этого проекта индивидуальному предпринимателю требуется купить фронтальный погрузчик на сумму 7,2 миллиона тенге. Значит, все эти суммы, 7,2 миллиона тенге, планируют привлечь через кредитные средства. И далее, значит, третий пункт — источники и структуры финансирования проекта. Здесь на реализацию проекта индивидуальным предпринимателям планируется вложить 7,2 миллиона тенге заемных средств, которые планируют получить микрофинансовая организация Атамикен. В четвертом пункте мы здесь прописываем условия кредитования. Сумма займа, значит, 7 миллионов 200 тысяч тенге, срок займа 5 лет, то есть это 60 месяцев, ставка вознаграждения 6%. Далее мы пишем целевое назначение кредита, что инвестиционные затраты идут на приобретение основных средств, в данном случае на покупку фронтального погрузчика. Периодичность погашения основного долга и погашения процентов ежемесячно на 6 месяцев предоставляется отсрочка. Теперь далее обеспечение по займу. Здесь мы пишем описание недвижимости, кто является владельцем, кем приходится, и оценочная стоимость. Общая сумма залогов в тенге мы здесь прописываем. И пятый пункт — это источники погашения кредита. Здесь мы пишем, что погашение кредита будет осуществляться от поступления денежных средств в виде доходов, полученных от оказания услуг фронтального погрузчика. Далее следует описание предприятия или институциональный раздел, в котором нужно дать информацию о состоянии предприятия в целом, начиная с визитной карточки, основных направлениях деятельности предприятия, структуры управления, имеющихся кадрах, имуществах, инфраструктуре, заканчивая кредитной историей предприятия. Второй раздел — это у нас институциональный раздел. Здесь мы пишем визитную карточку предприятия. Здесь все данные о предприятии: юридический, фактический адрес, телефон, кто является инициатором проекта. В данном случае у нас в нашем примере ИП зарегистрирован и осуществляет текущую деятельность в поселке Талапкер Целиноградского района Акмолинской области. Следующий пункт — это основные направления деятельности предприятия. Здесь мы пишем, что индивидуальный предприниматель специализируется на оказании услуг фронтального погрузчика, где фронтальным погрузчиком является универсальная самоходная спецтехника,
разновидность ковшевого погрузчика предназначен для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Здесь полное описание можно написать. И далее, что какие функции выполняет, какие задачи. Например, это рытье котлованов, уплотнение грунта, погрузка, разгрузка и прочее. Следующий пункт – это мы здесь прописываем структуру управления предприятием, персонал и производственную базу. Например, здесь в нашем примере управление предприятием осуществляет сам индивидуальный предприниматель, а также планируется нанять водителя-погрузчика, который выполняет функции по выполнению услуг спецтехники. Он имеет сертификат на управление фронтальным погрузчиком. И следующий пункт – это кредитная история индивидуального предпринимателя. Здесь мы пишем, что кредитная история, например, индивидуальный предприниматель является чистым, и об этом свидетельствует отчет о кредитной истории, где мы можем этот отчет прикрепить в приложении нашего бизнес-плана. Далее необходимо расшифровать целевое использование заемных средств с указанием того, что конкретно будет приобретено, то есть полная характеристика приобретаемого оборудования. Учтите, что после получения кредита вы должны купить именно указанное в этом разделе оборудование, иначе будет трактоваться как нецелевое использование заемных средств. При указании приобретаемого оборудования обязательно укажите рыночные цены со ссылкой на источник информации. Здесь вы можете вставлять ссылки с OLX, Satu.kz и так далее. Также в этом разделе указывается собственное участие инициатора проекта и инвестиционные риски от деятельности. Итак, третий раздел – это оценка вложений и инвестиций. Здесь мы пишем расшифровку целевого займа. Здесь вся сумма займа используется на покупку фронтального погрузчика. Предполагаем модель фронтального погрузчика. Здесь мы пишем, а далее технические характеристики. Значит, поиск самого оборудования можно через OLX показать наличие предложений фронтальных погрузчиков по данным характеристикам. Да, вот здесь мы прикрепляем фото спецтехники и ссылки. Следующий пункт – это собственное участие предприятия в проекте. Операционные расходы, необходимые на текущую деятельность, обеспечиваются за счет собственных средств индивидуального предпринимателя. Пункт 3.4 – инвестиционный риск. Он связан с возможностью покупки аварийной спецтехники. В целях минимизации данного риска мы можем купить фронтальный погрузчик после техосмотра специалиста, привлекаемого для этих целей. Маркетинговый план – очень важный раздел, в котором вы должны доказать, что ваш товар или услуга востребована и спрос на нее полностью не удовлетворен. Также нужно показать, каким образом вы будете реализовывать вашу продукцию потребителям, имеем ли мы твердый сбыт, а также отобразить анализ рынка. Итак, четвертый раздел – маркетинг. Здесь в пункте 4.1 мы пишем ассортимент и характеристика продукции предприятия. Основные виды оказываемых услуг в нашем примере – это погрузка, разгрузка, рытье котлованов, уплотнение грунта, чистка снега. Если вы производите, например, какую-нибудь продукцию, то можно прикрепить фото. Следующий пункт 4.2 – это основные потребители. Основными потребителями в нашем примере являются, например, это фирмы, работающие в сфере дорожных работ, строительные компании, жилищно-коммунальные хозяйства, частные лица. И следующий пункт 4.3 – это стратегия маркетинга. Мы здесь пишем о наших клиентах, что, во-первых, надо найти своих клиентов до открытия бизнеса и приобретения спецтехники, кто является целевой аудиторией, провести сегментацию рынка, емкость рынка и определить, каков будет спрос на нашу продукцию либо услуги. Здесь в нашем примере мы можем брать данные с отраслевых справочников, перечень жилищно-коммунальных служб, строительных компаний, дорожно-строительное управление и других организаций, которые нуждаются в аренде данной техники. Также планируем предложение через рекламные объявления в средствах массовой информации и на специализированных форумах сети интернет. В разделе производственного плана или реализации проекта описывается процесс создания товаров и услуг, приводится информация о сезонных колебаниях, о структуре расхода с указанием нормативов. Написание этого раздела основано на маркетинге и требует знания и технологий и специфики бизнеса.
Информация с этого раздела служит для составления прогноза доходов и расходов и прогноза движения денежных средств. И следующее у нас пятое, это реализация проекта, прогноз доходов. Мы здесь пишем услуги фронтального погрузчика. Вот здесь смотрите показатели на каждый месяц. Цена за час 7 тысяч тенге, количество часов, количество рабочих дней, количество часов работы в месяц и выручка. В целом выручка в год составляет 14 миллионов 308 тысяч тенге. И далее прогноз расходов. Здесь мы пишем расходы на ГСМ. Тоже ежемесячно, значит, здесь все это указываем и выводим сумму. А также количественные и качественные показатели расходов. Можно сказать, это постоянные расходы, периодичность затрат, техническое обслуживание, замена коронок, расходные материалы, замена шины, страховка спецтехники, налог на транспорт, амортизация, затраты на зарплату, соцотчисления, ОСМС, расходы на рекламу, административные затраты и прочие затраты. Мы можем все это показать значит, в Excel. Кто пишет бизнес-план, они знают, что можно использовать формат, значит, табличного редактора Excel. Если вот здесь вы видите, то план реализации выручки за месяц мы показываем в виде таблицы и в конце выводим вот выручку. Тут мы прописываем формулу, например, если ставим знак равенства C3, D3 и E3 ячейки, да, вот, то есть цена умножена на количество часов в день, умножена на количество рабочих дней в месяц, и выводим 882 тысячи тенге. И далее все данные мы вот так можем растянуть и найти сумму, это 14 миллионов 308 тысяч тенге. Далее мы, значит, затраты на ГСМ. Тоже можно все это рассчитать, поставить формулу в Excel. Вот в данном случае это знак равенства ставим и умножаем на эти три ячейки. Расход топлива за час работы трактора, цена топлива за 1 литр и количество часов работы трактора в месяц с учетом прогрева и передвижения час. Итак, затраты на топливо мы вычитали. И далее по следующей формуле все одинаково. Мы можем вот так растянуть и вывести итоговую сумму 3 миллиона 471 тысяч тенге. И далее затраты, либо можно сказать, это постоянные расходы. Вот на статьи затрат расписываем периодичные затраты и сумма в 1000 тенге. Допустим, здесь амортизацию мы определили как 120 тысяч тенге, это 7 миллионов 200 тысяч тенге на стоимость этого погрузчика. У нас период это 60 месяцев, либо 5 лет. Мы можем определить, что за месяц амортизация составляет 120 тысяч тенге. И далее затраты на зарплату. Вот здесь, если посмотрите, у нас есть таблица. Руководитель сам ИП. Оклад, значит, 60 тысяч тенге. Мы указывать минимальную заработную плату за 2022 год, это составляет 60 тысяч тенге. И социальное отчисление 3,5%. Мы умножаем 60 тысяч тенге на 0,035. Обязательно социальное медицинское страхование для ИП. Он составляет как 1,4 минимальной зарплаты умножим на 5%. То есть ежемесячно ИП выплачивает ОСМС в размере 4200 тенге. И далее водитель погрузчика. Установили зарплату, скажем, 140 тысяч тенге. Социальное отчисление 3,5 это 4410. Определяется по формуле. Значит, 140 минус 10% это 14 тысяч, умножаем на 3,5%. Обязательно социально-медицинское страхование для работников, он составляет 2%, в сумме выходит 2800. Итак, суммируем 7 тысяч, вот эту сумму вставляем сюда. Расходы на рекламу 10 тысяч, административные затраты 30 тысяч и прочие затраты 30 тысяч тенге. В разделе финансового плана или финансовых результатов проекта прописываются все финансы вашего бизнеса, все налоги и кредиты, которые вы будете оплачивать. И в конце прописывается прибыль, сколько вы заработаете на этом бизнесе. Это даст понимание бизнеса на будущее, сколько вы будете получать в день, в месяц, в год или на 5 лет. Далее мы рассчитываем отчет о прибылях и убытках в 1000 тенге. Вот показатели всего выручки.
22, 23, 24, вот мы берем сумму 14 миллионов 308 тысяч. И далее прописываем всего расходов. Он состоит из тех расходов, которые мы рассчитали, все расходы, и сюда вставляем. И далее, значит, вот банковские проценты мы используем. Здесь можно использовать график погашения кредита, можно использовать кредитный калькулятор банков. Если у вас готовая формула, то мы можем в Excel это составить. Вот вы видите сейчас кредитный калькулятор, где сумма займа 7 миллионов 200 тысяч, срок займа 60 месяцев, это 5 лет, ставка вознаграждения 6%, способ погашения дифференцированный, равными долями. Льготный период основного долга и льготный период процентов – это 6 месяцев. И вот можно составить такую таблицу, где погашение основного долга, погашение процентов и вот полный платеж. Вот это так выглядит кредитный калькулятор. И эти же данные мы можем вставлять в нашу таблицу. Отчет о прибылях и убытках, значит, чтобы найти прибыль до налогообложения, мы минусуем всего выручки от выручки, отнимаем расходы, получаем прибыль до налогообложения. И далее мы здесь прописываем индивидуальный подоходный налог, это 3% по упрощенной декларации, но в 2022 году, как вы знаете, ИП, которые работают в специальном налоговом режиме, они освобождены до 2023 года. Соответственно, в 2023 году мы от выручки, это 14 миллионов 800 тысяч, 400 миллионов 308 тысяч умножаем на 3%, получаем вот 429 тысяч тенге. Итак, чистая прибыль, оно вычитывается, прибыль до налогообложения минус налоги, и получаем чистую прибыль, например, в размере 2 миллиона 203. А также здесь мы в отчетах прибылях и убытках показываем рентабельность продаж в процентах, это 15,4%. Оно выходит по формуле. Чистую прибыль мы делим на выручку, умножаем на 100%, и выходит у нас рентабельность 15,4%. Итак, следующий это у нас отчет, значит, движения денежных средств. Отчет о движении денежных средств. Вот здесь мы пишем 3 вида, значит, деятельности. Это отчет от операционной деятельности, отчеты движения от инвестиционной деятельности и от финансовой деятельности. И в сумме, значит, мы выводим, получаем чистый поток денежных средств, и в конце конечная наличность, оно переходит на следующий год, и вот так мы можем видеть движение денежных средств. Видим, что нет минус, то есть нет кассовых разрывов, соответственно, у нас проект является рентабельным. Следующее, то, что мы должны, это в конце показать инвестиционные показатели проекта. Это ставка дисконтирования, вот 10% берем, чистая приведенная стоимость, вот тоже по формуле вводим, 5 миллионов 990. И далее внутренняя норма доходности РРР 39%, индекс рентабельности 1,83, период окупаемости 3 года и дисконтированный период окупаемости тоже составляет 3 года. Тоже это все по формуле можем показать в виде Excel. Теперь мы переходим, все эти данные можем показать, потом копируем и вставляем в наш бизнес-план. И, соответственно, вот все эти финансовые результаты проекта можем увидеть. Вот отчет о доходах и расходах вставляем, отчет движения денежных средств тоже вставляем сюда. Вот инвестиционные показатели проекта. Видим, что у нас НПВ больше нуля, то есть проект является эффективным. И в конце бизнес-плана мы пишем, что подтверждаем достоверность предоставленной в данном документе информации, что ознакомлены с условиями кредитования и согласны с ними, и понимаем, что представление недостоверной информации повлечет за собой отказ от предоставления кредита, и подписываем. В приложении бизнес-плана необходимо прикрепить все подтверждающие документы, фото и дополнительные материалы по вашему проекту.
Итак, мы рассмотрели методику составления бизнес-плана для получения льготного кредита в финансовых организациях на примере МФО «Атамикен». Желаем удачи в бизнесе!